В единоборство я пришел, в спорт, даже сам спорт я пришел очень поздно, 18 лет. До 18 я вообще ничем не занимался, учился в школе, отец очень строгий, и он заставлял меня учиться, и чтобы у меня были отличные оценки, у меня всегда были, я на золото закончил школу, на золотую медаль гимназии учился, и основная цель была учеба, я никогда не думал, что я стану спортсменом и так далее, но времени на учебу и на спорт параллельно не хватало, как-то ходил, знаете, там с ребятами в баскетбол поиграть, в футбол поиграть, ну, из моих одноклассников или друзей, которые в детстве, никто бы никогда не сказал, что я стану бойцом UFC, я даже этого представить себе не мог. Первый год я хотел поступить в Москву, Академию МЧС. Вот, и не поступил туда, так как у меня физические данные были очень плохие, знаете, даже минимум я не прошел, там подтянуться нужно было, пробежать, вот, и из-за этого я начал дома заниматься спортом, начал бегать, и чтобы в следующий год поступить уже в какой-нибудь вуз, учиться в Дагестане я категорически не хотел, потому что не видел в этом смысла. У нас там такая учеба, что, мне кажется, там все равно какие-то друзья, какие-то, ты куда-то ходишь, с ними гуляешь, на учебу мало времени. Я хотел выбраться со своей республики, увидеть другие города, знаете. И я начал заниматься спортом. Вот как первый год не поступил, начал бегать, ну там бегал, подтягивался, плавал летом, у нас там селе откуда там речка есть. Месяц-два так немного в форму вошел, и мне это как-то стало скучно, просто бегать, плавать. И я отцу сказал, ну, отец сам тоже был не против, так как нет учебы, нет ничего, еще месяцев 9 у меня было до поступления в следующий раз. И я записался на бокс, можно сказать, там в соседний город, я сам с района, с села, и ходил на бокс там полгода, можно сказать. И мне так понравилось, что я ходил, я там зависал в зале по 2 тренировки на свою смену, и потом после оставался. Отцу нравилось, как я там, ну, отец тоже у меня такой, что он ходил ко мне на все тренировки, можно сказать, вечером забирал меня с тренировки, ему нравилось, как у меня это получается. И за полгода я очень сильно вырос в боксе, у меня все получалось, я как-то пошел на соревнования и через 4 месяца после занятия выполнил норматив кандидата в мастера спорта. И тогда я понял, что это мое, почему я до этого не занимался этим. Но отец все равно настоял на учебе, и в следующий год, уже через полгода, как я начал заниматься боксом, я хотел поступить в военную академию в Санкт-Петербурге. Поступил в нее, но у меня все равно, вы сами понимаете, полгода спорта, это ничто, можно сказать, это 18 начал, и начал учиться в академии. И в академии не было бокса, там была сборная академии по рукопашному бою, и все. И я понял, что мне надо в нее попасть. Был отбор в сборную академии, чемпионат академии, я помню, на первом курсе. Я даже чемпионат академии не мог выиграть, знаете, академия, там, ну, немного людей, там, немного хороших спортсменов, и я на чемпионате академии в первом же кругу вылетел, знаете, мне там проиграл, и зато у меня были цели, я хотел заниматься, так как у меня не было проблем с учебой, так как я школу на золото закончил, я учебу в академии очень легко проходил. И мне разрешали параллельно заниматься спортом, потому что в академии военной, если у тебя с учебой плохо, ты сидишь и учишься, пока у тебя с учебой не будет все нормально, а потом только тебя отпускают там на спорт, ну, на втором плане. Вот, начал заниматься в академии, можно сказать, единоборствами самими. Рукопашный бой, наша сборная выступала по боевому самбо. В дальнейшем боевой самбо мне больше нравилось, чем рукопашный бой, потому что там более открыто, там как-то более приближенное к ММА. И тогда уже я понимал, что если дальше идти, что нужно переходить в профессионалы, что это будет глупо остановиться, если у тебя все получается. На 3-м курсе я поехал на чемпионат России. Это был первый чемпионат России, мне исполнилось 20 лет, я поэтому по юниорам бился, а по 18 плюс по мужикам, так говорят на спорте, по мужикам на Россию поехал.
и стал вторым. Отобрался на чемпионат Европы. Это было всего 2,5 года занятия спортом моим, и я уже отобрался на чемпионат Европы. Для меня это было так неожиданно. Я поехал на Европу. На Европе мне было очень нелегко. Я провел 3 боя и стал первым. Выиграл чемпионат Европы. И тогда я понял, что если я вот за такой короткий срок как-то что-то добился, ну, что если я не буду останавливаться, в этом есть будущее в спорте, потому что я могу многого добиться. Я так для себя сделал выводы. И после этого у меня был перерыв в течение года почти. Я делал операцию на связке крестообразной и реабилитировался. И немного отстал от своей той формы, которая была на чемпионате Европы, но все равно многие сказали, там, у меня оба колена было травмировано, и многие говорили, что ну, мало кто возвращается после таких травм, что может там хватит и так далее, но я даже не думал об этом останавливаться. И участвуя на 4-м курсе, я дебютировал в ММА. Бился в Санкт-Петербурге, в неизвестных организациях, чтобы хоть как-то начать. Провел 4 боя. И они были очень такие бои, неизвестные организации. И как-то мне предложили побиться в М1 организации. Это первый бой у меня был в хорошей, ну, такой организации, которая какое-то представление имеет в мире. Я выходил на замену, было 2 недели, может меньше. И выходил сразу с экс-чемпионом. Так как все отказывались, мало времени были, не хотели, мне предложил тренер, и я сразу сказал, да, конечно, это мой шанс. Я согласился, пошел. И, может, кто смотрел этот бой, там видно, что да, Штефаном Пюцем, это был дебют организации в начале прошлого года. И я его выиграл, знаете, так, легко. Я его выиграл очень легко, там в стойке бросал, в партере доминировал, в ударке. И я тогда понял, что это реально вот мое бои, это мое. Я хотел уже следующий бой, хотел пояс организации, я уже просил организаторов, дайте, неважно, сколько вы мне будете платить, сколько что, контракт там. Но вы сами понимаете, так как дебютант, у меня контракт был маленький. И после этого боя, через полгода, я уже был обладателем пояса организации. В августе прошлого года я забрал пояс организации. За полгода провел 3 боя, дебют. Потом еще 2, выиграл организацию. И тогда, когда уже выиграл, хотел побыстрее сделать защиту, чтобы перейти в лучшую организацию мира. Это была моей мечтой, целью, к которой я шел, знаете. Очень хотел подписать контракт с лигой UFC. Знаете, когда-то это даже не было моей мечтой. И когда я понимаю, вот, и защита пояса очень такой сложный был для меня бой. Я понимал, что если я тут проиграю, то все, я на много шагов уйду назад и отдалюсь от контракта с UFC. Нужна была одна защита, а с проигрышем подписывать контракт было бы намного сложнее. И в контракте М1, если у меня было на 6 боев контракт, но если я чемпион и произвел одну защиту, то они, так и было написано, что они не против подписания меня в UFC. Я провел в этом году в начале защиту и уже с того времени хотел подписания и был на сборах в Таиланде. И там познакомился с менеджером Саятом, вот, и мне он сразу понравился, о нем много кто хорошо отзывался из спортсменов, и я с ним сразу подписал контракт менеджерский, и все время ждал, спрашивал, что, как. Он подписал меня уже в мае месяце в UFC, и это было очень для меня так как-то, но я подписался, и я понимал, что это не предел, надо выходить, биться, надо выигрывать. И вот сейчас уже я в UFC